Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели», в студии Олеся Григорьева. Ветераны, труженики тыла – главные лица в праздновании 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Неумолимо их ряды редеют. На сегодняшний день в городе Канаше проживают 23 участника войны. Красочный парад юноармейцев, движение «Бессмертный полк». Каким он запомнился, в сюжете Ирины Константиновой. Сохраняя великую память о целом поколении победителей в Великой Отечественной войне, канашцы и гости города прошли по центральной улице в строю бессмертного полка. Истории и судьбы солдат теперь помнят их потомки. Я несу портрет папы. Мне был 4 года, он ушел на фронт. В 43-м году он погиб. Под Псковом защищали они там. И открылось только, нашли мы их, когда стали раскапывать. 60 лет Победы, когда было. Вот сестра съездила, у них оставались бирки. По биркам мы определили, в интернет разложили. Мы только узнали, где он захоронен. Мы столько лет не знали. Просто пропал без вести. Мы остались 5. 5 детей и мама. Благо дедушка у нас был, он нам помогал, очень воспитывал. Я несу портрет Валиулова Хасятула Бабудиновича. Так, кем он тебе является? Он является мне прадедом. Ты про него знаешь историю? Да, он перевозил командиров, помогал их, прятал их. Он был хорошим человеком, он постоянно помогал, любил помогать другим людям. Подобных историй сотни и сотни. Дети, внуки, а теперь уже и правнуки героев проносят услышанное через года. Благо на сегодняшний день еще живы очевидцы тех страшных лет. Фронтовики, труженики тыла приглашены на парад на главную площадь города. Виталий Гаврилович Данилов ушел на фронт 18-летним мальчишкой. Я на 3-м Украинском фронте воевал у Василия Ивановича Чуйкова. 3-й Украинским фронтом. Он командовал 8-й армией. Вот. Там, значит, он освобождал Днепропетровск, это город на Днепре. Форсировал 2 реки. Северский Донец и Днепр. Ранен 5 ноября 1944 года. Потом работал я в Канашском педагогическом училище учителем математики. Слова благодарности сегодня звучат именно для них, для ветеранов. Из нашего города было признано 2550 канашцев. 827 из них погибли и пропали без вести. За безупречное служение Родины в годы Великой Отечественной войны 13 канашцев удостоены ордена Ленина, 37 ордена Красного Знамени и 92 Красной Звезды. Наши земляки удостоены почетного звания Герой Советского Союза. Это Петр Харитонович Бухтулов, Иван Андреевич Кабалин и Иван Михайлович Федоров. Дорогие друзья, праздник 9 мая мы отмечаем по всей нашей огромной стране. И прежде всего чествуем наших ветеранов. Мы должны всегда смотреть на тех, кто сделал эту победу. Их мало, но мы их помним. Сегодня радует глаз то, что много молодежи проходят фотографиями наших дедов и отцов. 9 мая подразделения юноармейцев образовательных учреждений города показали свое мастерство в торжественном прохождении маршем и в строевой подготовке. Вечный огонь, молчаливая память. Именно сюда направились люди, чтобы почтить незабвенную память солдат, не вернувшихся с полей сражений. Нескончаемым потоком сюда шли горожане, родители с детьми, многочисленные коллективы, предприятия и организации города Канаша. Куда б ни шел, не ехал ты, но здесь остановись. Могиле этой дорогой всем сердцем поклонись. Кто б ни был ты, кто б
ни был ты, герой, шахтер, рабочий или пастух, навек запомни, здесь лежит твой самый верный друг. И для тебя, и для меня он сделал все, что мог. Себя в бою не пожалел, а родину сберег. С праздником Победы. Спасибо вам. Ну и, конечно, сложно представить праздник 9 мая без солдатской каши. За столом ветераны, труженики тыла. Мы работали в деревне, в колхозе работали. Поле руками жрали серпом. А сколько вам лет было? Тогда мне 13. Сутки, 20 часов работали мы. С утра до вечера. Солнце сходит, заходит. Мы домой. Я хочу жить. Еще мне 91. Ага. Еще хочу 93. Получать награды за 75 лет. Арсений Питеркин – ветеран войны. Он с честью прошел всю войну и с победой вернулся домой. Сегодня вместе с многочисленными потомками также радуется Дню Победы. Берлин брал. Лично там сам выпустил. Я служил в 9-й танковый корпус. Наш 9-й танковый корпус, благодаря Богдану, мы брали самый гнездо, как говорится. Страшно сказать, там не скажешь. Страшно то, что как-нибудь жив остался, и все. Как выйдешь оттуда, и сам не знаешь. Страха не знали. Страха, если страшаться, куда деться нам? Сколько бы ни прошло лет, память потомков жива и передается из поколения в поколение. Это мой дед Модиков Александр Иванович. Он воевал в железнодорожных войсках, железнодорожник, житель города Канаш. Был комиссован в связи с ранением в 1942 году. Продолжал работу на вагоноремонтном заводе города Канаш. Мы его помним, любим. И каждый год выходим в бессмертном полку. Всегда о нем помним. Спасибо за победу. Стараемся детям привить память, чтобы были благодарны. Действительно, мы все очень счастливы, что живем в такой великой стране с таким великим народом. Ирина Константинова, Елена Блацова, Павел Павлов. Вести недели. Маленькие моряки, десантники, пехотинцы с шарами и букетами важно чеканили шаг. Парад дошкольных войск и возложение цветов к монументу славы как дань памяти погибшим в Великой Отечественной. Подробности в нашем сюжете. Не первый год необычным детским маршем воспитанники старших и подготовительных групп детских садов города шли к памятнику славы. Пели, читали стихи о войне в знак благодарности тем, кто сражался ради победы на фронте и в тылу. И пусть прошло немало лет, но мы вовеки не забудем так трудно давшихся побед. Героев вечно славить будем. Проходишь мимо обелиска, замедли шаг, остановись и голову склонивши низко, да низко павшим поклонись. Они ведь все, как мы, хотели жить мирно, строить и дерзать, но им пришлось надеть шинели и в бой идти страну спасать. Не зная страхов ни сражений, за мать, за родину свою, за жизнь грядущих поколений, отдали жизнь свою в бою. Проходишь мимо обелиска, замедли шаг, остановись и голову склонивши низко, да победившим поклонись. Мне очень приятно видеть все эти мероприятия, когда наши детишки строем проходят, когда наши детишки помогают ветеранам, то тимуровское движение, на котором мы выросли, оно не забыто. Сегодня это волонтеры. Поэтому я думаю, мы все отзывчивые, наша нация такова, что мы всегда придем друг другу на помощь, всегда подставим плечо. Чем мы отличаемся от всех других? Готовы пожертвовать собой. Дай Бог, чтобы не приходилось с собой жертвовать. Детишкам я желаю мирного неба, беззаботных дней. У вас все впереди.
Удачи вам, счастья, хороших родителей, добрых, которые вас балуют. Мирного неба над головой. Совсем по-взрослому обратился к молодому поколению и военный комиссар города. Нам очень сейчас приятно взрослым стоять среди девчат, мальчиков, которые принимают сегодняшнее участие. Завтра традиционный парад юноармейцев для ветеранов, для будущего Российской Федерации. Мирного неба, счастья, здоровья! Спасибо, что принимаете участие. Наши дети – подрастающие граждане своей страны. И участие в бессмертном полку подразумевает, что каждый из них, пусть и не совсем знаком с историей военных лет своих дедов и прадедов, помнит и чтит их, выходя на улицы с фотографией солдата. В завершение в памяти погибших все участники парада выпустили в небо воздушные шары и возложили цветы к огню вечной славы. Марина Баринова, Елена Бладцева, Вениамин Григорьев, Павел Павлов. Вести недели. «Зажги свечу памяти». Акция памяти и скорби в честь Великой Победы собрала десятки людей на Центральной площади. От Дворца культуры до Монумента славы молодые люди со свечой в руке прошли, вспоминая своих дедов, прадедов, тех, кто ковал ту нелегкую победу ради будущего поколения. Глава Виталий Михайлов и военный комиссар Юрий Барышов, принимая участие, вспоминали своих родственников. Ведь война пришла в каждую семью. Ночь в разгаре лета. Страна свои досматривает сны. Час, только час до близкого рассвета. Час, ни минуты больше до войны. Сегодняшнюю свечу я зажигаю в честь своих двух дедов. По линии отца в 41 году, который пропал без вести, Иван. По линии матери Василия в 42 году пропал без вести. Хотел бы пожелать мирного неба вам, всем нам, всей России, чтобы действительно вы, молодежь, как сегодня, принимали во многих мероприятиях активное участие. Школы, спортивные мероприятия, но чтобы никогда у нас не было войны. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Елена Бладцева, Вести. В сквере афганцев было многолюдно. 34-й раз солдаты российской армии собрались почтить память погибших воинов. Мужчины, принимавшие участие в ликвидации локальных военных конфликтов, их семьи, родители погибших бойцов, все вместе собрались в преддверии праздника. Поприветствовать присутствующих и почтить память вместе с горожанами прибыли официальные лица муниципалитетов города и района. В своих выступлениях прибывшие гости подчеркнули, что символично накануне празднования Дня Победы вспоминать людей, погибших во имя защиты интересов нашей Родины в разные годы. Символично и то, что воины-интернационалисты являются прямыми наследниками ветеранов Великой Отечественной войны. Наша молодежь растет достойная. Она любит свою Родину. И последние годы чувствуется, что молодежь хочет служить в армии, остаются по контракту. Это говорит, что у нас есть любовь к родине, у нас подрастает достойная смена. Сегодня родители бойцов, не вернувшихся домой, на почетном месте. Среди них и Анна Григорьевна. В 1995 году она потеряла 32-летнего сына Сергея Савина. Поехал, мне ничего не сказал. Отслужил армии, приехал. Потом сказала баба, я работать поеду. Я говорю, ладно, 9 человек с Кадаша поехали. И этот, как его, Геда Борисов попал в аварию. Он пролежал несколько месяцев в Москве, выжил, наш совсем погиб. Танки 9 пограничников сразу погибли. Это в каком году было? В 95 году, 2 января погиб. Здесь хоронили, с самолета привезли. Чтобы войны не было, желаю. Чтобы молодежь отслужили, чтобы войны вообще не было.
чтобы мы горе больше не видели. В ходе мероприятия по традиции были вручены награды. Медали получили за ратный труд, за помощь и содействие ветеранам, за активную работу с патриотическими движениями. В завершении мероприятия почетные гости и все желающие в дань памяти павших возложили цветы. Ирина Константинова, Вениамин Григорьев, Павел Павлов. Вести недели. Приверженцы активного образа жизни и велосипедисты провели пробег по улицам Канаша. Ежегодно к массовому движению присоединяется все больше и больше народу. В этот раз на свои железные кони сели более 200 человек. Массовое скопление велолюбителей оживило главную площадь города. И старый, и млад с большим рвением участвуют в пробеге. Особенно радует, что горожане пришли с семьями. Даже самые маленькие не остались в стороне. Памятная акция началась с народного хора «Победа». Легендарную песню «День Победы» исполнили все собравшиеся вместе с волонтерами «Победы» и солистом детской музыкальной школы. Виталий Михайлов поздравил присутствующих с праздником Победы и, пожелав успешного прохождения дистанции, дал старт велопробегу. Маршрут стартовал от главной площади по проспекту Ленина до района ВРЗ и обратно. В общей сложности 5-километровую трассу преодолели более 200 велолюбителей. Веселые, бодрые, с отличным настроением участники пробега финишировали к монументу славы. Почтили память павших солдат минутой молчания. Вчера мы замыкали колонну, старались поддерживать порядок. И так что, в общем-то, все хорошо. 73-я годовщина, День Победы для меня, тем более в моей семье, мой отец был участником войны, сейчас он уже покойный, конечно. Вот, это для меня очень такой, волнующий день. В заключении мероприятия все участники были отмечены памятными значками, символикой велопробега. В Канаше массовое движение за Великую Победу объединил спорт и несокрушимый патриотический дух потомков воинов-победителей. Ирина Константинова, Вениамин Григорьев, Павел Павлов. Вести недели. Необычным способом провели акцию в честь Великой Победы канашские автолюбители. 46 автомобилей выстроились в надпись «Победа» и более 70 человек образовали цифру 73. Подробности в сюжете Евгения Джабарова. Надпись «Победа-73» в центре города появилась не случайно. Автолюбители Канаша под руководством дорожной обстановки 21 нашли оригинальную возможность поздравить с Великой Победой ветеранов Великой Отечественной. На просьбу помочь в проведении флешмоба жители откликнулись довольно охотно и приходилось искать лишнее место, так как желающих было очень много. Мы хотели своим флешмобом почтить память погибших воинов в Великой Отечественной войне. И выложили слово «Победа» автомобилями. Дорожная обстановка собрала пакеты с продовольственными продуктами для ветеранов. Тот, кто у нас жив, мы хотели бы их поздравить от своего сообщества и подарить небольшие подарки. Также дорожный завод города Канаш планирует взять на попечительство братскую могилу, вести за ней уход, облагородить территорию, восстановить памятники, навести порядок. Все это в преддверии Дня Победы, Великой Отечественной Победы. Евгений Джабаров, Елена Бладцева. Вести недели. Накануне самого главного праздника всей страны Дня Победы в стенах детской музыкальной школы прошел концерт военной песни «Победная весна». Ветераны Великой Отечественной войны были главными гостями праздника. Прошло 73 года со Дня Победы, но песни того далекого и грозного времени звучат и сегодня, потрясая сердца и оставляя неизгладимый след в душах слушателей. Я в последнее время посещал много различных мероприятий, но вот за душу брали все-таки музыкальные произведения, которые именно проигрывались на этой сцене. Почему? Потому что детишки наши вкладывают душу в свои произведения. Не фальшивят, я на этом уже акцентировал внимание. Я сюда прихожу действительно отдыхать, действительно получать удовольствие от той музыки. Но сегодня мы собрались по другому поводу, мы собрались чествовать наших ветеранов. Низкий поклон нашим ветеранам за то мирное небо над головой, за ту возможность, которая нам сегодня, каждому из присутствующих здесь предоставлена, внести свою лепту
жизнь родного города, в развитии своего родного города. Сегодня мне бы хотелось акцентировать на том внимание, что этот год у нас год волонтера. И хочу именно привлечь и откликнуться наших волонтеров, ту добрую традицию продолжить, помогать нашим ветеранам где-то по хозяйству, где-то добрым словом, где-то вот также музыкальным произведением. Каждый номер праздничного концерта вызывал яркие и искренние эмоции. В концерте соединено творчество разных поколений, как дань памяти и благодарности за героический подвиг солдат, отстоявших независимость нашей Родины. Мне и нам очень приятно видеть и маленьких, и побольше. Приятно видеть вдвойне, когда они с портретами дедов и прадедов. Это в голове время большое, говорят, бесконечное, но человек в нем живет и воюет. Вот это плоховато. Поэтому мы должны быть борцы, воины мира. Каждый исполнитель пытался донести до зрителя все то, что заложили в свое произведение авторы. Музыкальные данные, эмоциональность, артистизм, интеллект и неизменное творческое волнение. Что для тебя значит победа в Великой Отечественной войне? Для меня это значит, что наши прадеды очень боролись, чтобы мы очень хорошо жили и свободно, чтобы нами никто не управлял. А скажи, пожалуйста, у тебя кто-нибудь воевал, дедушка, прадедушка? Да. Кто? Так, Александр Шамонин и Авдеев Семен. Я хотела пожелать, чтобы все очень хорошо жили и чтобы все всегда были свободны. И чтобы все были против терроризма. Звуки саксофона, фортепиано, аккордеона и других струнных инструментов еще долго звучали в сердцах слушателей, приятно напоминая о прекрасном весеннем концерте любимых песен ушедшей эпохи. Марина Баринова, Елена Бладцева, Павел Павлов. Детская музыкальная школа. Праздник весны и труда был отмечен канашцами легкоатлетической эстафетой на призы газеты «Канаш». Участие приняли 367 спортсменов. С эстафетной площадки наш корреспондент Евгений Джабаров. 1 мая отмечается во многих странах и территориях мира. В современной России 1 мая отмечается как праздник весны и труда. Такое же название используется в Таджикистане. В Казахстане в этот день отмечается праздник единства народа Казахстана. А на Украине, в Белоруссии, Киргизии, Китае, Пакистане, Шри-Ланке празднуют День труда. В СССР 1 мая было праздником рабочих, которые, согласно Ленину, в этот день праздновали свое пробуждение к свету и знанию. У меня нашим горожанам самые теплые пожелания. Именно хорошего настроения, доброго, теплого. Чтобы у всех было замечательное, хорошее, доброе настроение от тех поступков, которые совершают их близкие. От тепла в доме. И хочется, чтобы все-таки был покой и уют. Яркий весенний концерт радовал уже с 10 утра. Толпы людей с упоением наблюдали за выступлением художественных коллективов города. Затем состоялись забеги для спортсменов с ограниченными возможностями. После них свои старты начали ветераны, производственные коллективы, студенты среднеспециальных профессиональных учебных заведений, девушки и юноши 5-11 классов. Также в эстафете принимала участие 11-кратная чемпионка мира и призер 17 мировых соревнований по лыжам Дина Григорьева. У нас город трудолюбивый. Так что все спортивные успехи и все прочие идут от нас самих. Как мы себя поставим, так и это. Я очень рада то, что у нас все-таки занимающихся много, и в любом возрасте спорт – это не помеха. Всегда 1 мая мы встречали с пробегами и парады, всякие выступления у нас были на первомайских парадах, хорошие спортивные школы выступали. У нас по 700 человек выступало в те 80-х годах, в советское время. И так что, думаю, все будет
нормально. Будем пример показывать, поддерживать детей во всем. Цель у нас сегодня, значит, поддержание спортивного образа жизни, потому что такое мероприятие массовое. Посмотрите, сколько народу собралось. Приятно видеть, что у нас в городе традиции живут, дети хотят заниматься. И приятно было смотреть, когда наши ведущие спортсмены бегут наравне с другими Канашского района, города Канаша. И хочется, чтобы на следующий год было еще больше команд и больше участников. Мы поздравляем всех канашцев с 1 мая. Днем солидарности, праздником весны. Желаем крепкого здоровья, успехов во всем, в личной жизни, в спортивной жизни. Ну и всего самого хорошего. И самое главное, чтобы мир был на земле. Евгений Джабаров, Елена Блатцева. Вести недели. Навстречу друг другу. В Канаше вот уже 3 года существует клуб волонтеров, которые помогают людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Волонтерское движение организовала психолог по профессии и добрейшей души человек Гульнара Иванова. Сейчас в клубе состоят 200 добровольцев. Первоначально была задача только социализации детей-инвалидов, точнее детей, которые социализируются путем занятий с детьми здоровыми. Такие занятия мы проводили год, но постепенно начинали осознавать, что этого мало. Поэтому мы начали охватывать более такую широкую категорию. Это дети-инвалиды, люди в трудной жизненной ситуации, люди, которые попали в ситуацию, когда, допустим, одинокая беременная девушка, тяжело собрать детские вещи, тяжело с продуктами питания. Таких людей мы начали брать под свою опеку. Сейчас достаточно широкий у нас круг такой возник, когда мы просто помогаем и выезжаем в семьи, помогаем с вещами, продуктами, проводим сборы на лечение и реабилитацию детей. Отзывчивых и добрых людей на самом деле очень много. Кто-то становится волонтером, сам попав в беду. Кто-то по зову сердца. Кто-то пробует помочь просто из интереса. Но итог один – волонтер – это навсегда. Разные бывают мотивации, и некоторые делают от счастья, приносят какую-то, допустим, помощь детям. А у некоторых бывает ситуация, когда просто их внутренний голос говорит, что надо помогать. Потому что так они себя вытащат из трудной такой тяжелой ямы. У каждого добровольца своя история начала добрых дел. Тронуло то, что в тот момент как раз был сбор малоимущим семьям, детишкам. Как раз было преддверие зимы, холода мы собирали, и очень много у нас было помощников. И носочки мы, и тапочки, и вещички теплые собирали. Ну и раньше я тоже как бы помогала. Старалась всеми тоже по возможности и финансово как-то, и морально помогали. Привлекаются чаще всего и супруги, и дети. 9 лет уже дочери нашей. Как-то она теперь уже начала немножко по-другому реагировать на то, что вот мама, вот она у нас была в санатории. В этот день у нас было мероприятие, была акция, значит, мы помогали старикам, инвалидам, значит, людям расчищали снег и дрова заносили. Ребенок нас очень ждал в санатории в этот день. Вот. Пришлось отложить, но она все поняла. Да, она говорит, нужно помогать. Самый такой яркий момент, наверное, за все эти 3 года, когда у самого близкого человека пришло осознание того, что все-таки мы не занимаемся ерундой, и это действительно такая лояльная и большая помощь. Человек всегда относился к этому деятельности как просто блажь от того, что человеку нечего делать дома, допустим. Но тогда, когда пришла в эту семью, точнее, беда, человек начал осознанно приходить к тому, что надо действительно выехать и помочь. И причем, когда даже рано утром поступает звонок и говорят, вы сможете подъехать и привезти, вот, допустим, там элементарно хлеб, молоко, допустим, то этот человек встает и говорит, поехали. Мы все-таки поможем, потому что он знает, как было тяжело в тот период, когда была вот такая тяжелая ситуация у его близкого человека, и осознал, что все-таки помогать это неплохо, а помогать нужно. Помощь погорельцам, холодным и голодным детям, ветеранам – это повседневная жизнь. В майские выходные они, как всегда, все вместе облагородили очередной участок города. Организатор Гульнара бросила клич о том, что проводится неделя добрых дел, и мы решили ее поддержать. Таким образом, у нас было сформировано несколько мероприятий. Одно из них является озеленение. Всего посажено 61 саженец, из них 3 саженца жасмина, рябина
и сирень. 20 саженцев сирени нам выделила администрация благодаря отделу ЖКХ. В акцию включились 20 волонтеров. Инструменты, инвентарь – все с собой. Активно помогали юные добровольцы и дети. У меня 2 детей. Муж всегда поддерживает мои идеи, с удовольствием реагирует на любую мою просьбу. С названием аллеи определились быстро, навстречу друг другу. Цель нашего мероприятия – подарить добро жителям нашего города и заразить добром окружающих. Очень надеемся, что саженцы приживутся и будут радовать глаз. Творите добро, радуйте своих детей, потому что на улице весна, потому что светит солнце, потому что мы живем под мирным небом. Заражайте добром. Добром может заразиться каждый. Сегодня одному помогут, завтра другому. А сейчас, находясь на аллее навстречу друг другу, радуется глаз. Хочется пригласить принять с нами тоже участие в благоустройстве, дальнейшем благоустройстве этой аллеи. Возможность, если есть, помочь сделать здесь брусчатку, урны поставить, облагородить все-таки эта аллея, может быть, скамеечки. Тут будет приятно и мамам прогуляться с колясочкой, и посидеть здесь, когда деревца подтянутся, вырастут, и посидеть в тенечке. Пройдет совсем немного лет, появится тенечек от того, что 61 саженец подтянется вверх к небу. Город зеленеет, становится краше. А краше он становится благодаря душевной доброте наших жителей. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев. Вести недели. На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания. Продукция компании «Молочный двор» пользуется спросом у покупателей всей Чувашии. Свидетельством этому является то, что ежедневно с территории Канашского сельскохозяйственного рынка отправляются в путь десятки специализированных машин, развозящих свежее молоко, отборную сметану, масло и творог. Мобильные точки продаж имеются в городах Чебоксары, Канаш, охватывается вся Чувашия. Молоко – классический продукт. Именно в неизвиненном виде, без консервантов, оно попадает на стол потребителей. Свежий удой проверяется в лаборатории на качество и незамедлительно отправляется в путь. Всю выпускаемую продукцию «Молочный двор» можно приобрести в специализированных точках продаж. Такой отдел имеется и на территории сельхозрынка города Канаша. Масло сливочное, топленое, шоколадное, 100% качество. Классический творог, сметану уже полюбились покупателям. Мои внуки очень любят творог со сметаной на завтрак, поэтому я покупаю все натуральное. Это масло натурального советского качества. И производитель этого масла – «Молочный двор». Канашский сельскохозяйственный рынок приглашает за натуральными продуктами. Гипермаркет оптовых цен «Светофор» приглашает за покупками. Свежее мясо, копчености, колбасы. Низкие цены всегда. Свинина 139,90. Сыры известных производителей. Прилавки порадуют многообразием видов, широким ассортиментом товаров. Здесь приобретете все, что нужно для домашнего уюта, праздничного стола или что-то лично для себя. Как вам магазин «Светофор»? Очень хороший. Я тут сегодня 2-й раз пришла. Все по низким ценам. Очень качественно, вкусно. Вот конфеты беру, 2 коробки аж, думаю, подарю. Хожу на лечение, думаю, медсестрам подарок. Мы всей семьей уходим в этот магазин со всеми подружками, друзьями. И сюда еще будем ходить и ходить. Спасибо большое этому «Светофору». Все такие низкие цены, как раз нам, пенсионерам, по карману тут. Бытовая химия, техника, постельные принадлежности, детские игрушки. И, конечно же, выберите подарок своим родным и близким. Весна – время перемен. Гипермаркет оптовых цен «Светофор» приглашает вас за умными покупками. Приходите, выбирайте, экономьте вместе с нами.
Покупайте товары по акции. Сахар 1 килограмм 19,90, 50 килограммов 995 рублей. Масло подсолнечное 5 литров 199 рублей.